Значит, региональный центр, где я являюсь руководителем по работе с одаренными детьми, по поддержке одаренных детей, имеет несколько направлений. Одно из таких выдающихся направлений – это искусство. И в этом направлении у нас очень хорошо работает направление классический танец и классическое музыкальное искусство, исполнительское искусство. То у нас в дальнейшем мы имеем большие планы. И эти планы связаны с большим академическим обменом, который мы хотим осуществить с другими балетными школами, которые находятся в Юго-Восточной Азии, с которыми у нас хорошие сейчас связи. Это Гонконг, Сингапур, Китай и Южная Корея, Республика Корея. Поэтому я надеюсь, что наши ребята будут иметь еще и большой международный опыт, но для этого мы должны поработать. И я надеюсь, что в очень скором времени, благодаря деятельности регионального центра, это все будет достигнут. Уникальность спектакля в том, что это первый и на сегодняшний день единственный детский национальный якутский балет, полнометражный в 2 актах. Хореография нашей выпускницы, первой выпускницы нашего колледжа Екатерины Лаврентьевны Тайшины. Она сейчас руководитель балетной труппы театра, балетмейстер. И сейчас вот она поставила этот балет. Получается, не было балета, не было этого спектакля. И с нуля наша образовательная организация поставила этот спектакль. Мы, конечно же, поддерживаем от самых талантливых наших юных любителей балета. У нас есть стипендиаты, лауреаты разных конкурсов. И вот в этом году, например, 2 у нас стипендиата, которые также получили премии, соответствующие от фонда. Все вот необходимая одежда, костюмы, аранжировка и прочие все вот те вещи, они были поддержаны нашим фондом. Спектакль мы задумали поставить еще к 25-летию нашей школы. Готовились долго, выбирали сюжет, думали или Алонхо, или сказку, но остановились на сказке Чугаюджуе. Конечно же, смотрели произведение, пьесу Ивана Гоголева «Каталыктар Кырдаллара», и нам очень сказка понравилась, пьеса, и поэтому мы решили поставить именно этот балет. Прасковья Еремеевна Заблоцкая, она написала сценарий, очень хороший либретто. И мы обратились к Кириллу Афанасьевичу Герасимову, который очень хороший композитор, и попросили его написать музыку, но он был очень занят в это время. Но к нашей радости он согласился и написал прекрасную музыку этого первого детского национального якутского балета. Он пока что вот первый и единственный полноценный 2-актный спектакль. Большое спасибо целевому фонду будущих поколений. Спасибо большое, конечно же, Малой академии наук. Благодарим Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Министерство культуры и духовного развития Якутии. Благодаря общей работе вот состоялся этот спектакль. И, конечно же, хочу отметить наших партнеров. Это филармония Якутии и Государственный театр оперы и балета имени Суруна Моллана. Принимали участие артисты, ведущие партии, они наши выпускники разных лет, новые артисты, молодые артисты балета. А оркестр, сегодня спектакль шел под живой звук, под прекрасное звучание оркестра филармонии Якутии. Ребята достигли огромного успеха, потому что здесь в Якутии существует инфраструктура, которая дает невероятно хорошие результаты, потому что это труд многих десятилетий, совместный труд большого количества академических, преподавателей, академического коллективов, разных всероссийских, известных в России академических институтов и также образовательных учреждений, консерватории и прочее. И поэтому у
нас хорошие результаты. Особенно мы хотим и гордимся нашей балетной школой имени Посельских. Здесь невероятно талантливые дети, которые собрались из всех районов и улусов нашей большой республики. И они, значит, создают невероятно красивое искусство, балетное искусство, которому уже несколько столетий. И в России это искусство всегда имело очень живое такое продолжение, оно живет и развивается. И в Якутии как раз получает такое очень креативное новое направление. Дело в том, что мы здесь уже начали активно использовать возможности всего того, что у нас имеется для создания новых, например, спектаклей, балетов специально для детей. И в этом наша большая заслуга нашего центра регионального, который сумел собрать большое количество известных специалистов, чтобы создать, например, «Сказочную долину». Это совершенно новый спектакль балетный для детей, детский спектакль. Он уникальный в том, потому что он единственный и первый в нашей стране. И вообще в мире очень мало подобных спектаклей балетных. И я бы хотел сказать еще, да, что целевой фонд будущих поколений поддерживает детей по направлению и искусства, и спорт, наука, креативной индустрии. Вот по направлению искусства у нас получают поддержки дети балетного училища и то есть Якутской балетной школы и Высшей школы музыки. Сегодня реализуются несколько проектов, которые помогают детям из разных районов республики показывать свои таланты, и эти дети имеют возможность поступить в балетную школу, ну и вообще заниматься этим искусством.